Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Начались у нас огородные дела. Всю зиму отдохнули, теперь пора нам работать. Когда я дочку свою смотрела, канал ее, как она работает там, у себя в огороде, теплице, мне было очень завидно. У меня руки тоже чесались. Поскорее охота была поработать в теплице, в огороде. Наконец-то пришло время. Мы можем теперь работать и у себя. Сегодня плюс 16-18 градусов тепла, а ночью где-то плюс 6 градусов. Конечно, пока тепло, но могут быть перепады, поэтому теплицы я не могу пока сажать так томатов, огурчиков, что-то другое. Пока я хочу посеять редиску. Вчера я посадила немножко томаты. Вот. Мало, конечно, посадила, потому что я боюсь, будут заморозки. Не хочу бояться. Еще время есть, еще успеется. Эти были у меня томаты домашние, комнатные. Они у меня очень длинно выросли, поэтому я решила их сюда высаживать. Уже цветочек появился. Замерзнут, замерзнут, не замерзнут, нет. Но если будут заморозки, я могу укрывным материалом закрыть. Конечно, сейчас мы с внуком посадим редиску. Нам охота уже редиску кушать. В магазине, конечно, покупаем, но когда свое кушаешь, выращиваешь, это получается слаще. Да, Улан? Да. Всем привет. Это мой внук младшенький Владислав. Старшенький он у меня уроки делает. По информатике что-то, какое-то задание сложное. Пусть он делает домашнее задание, а Владислав уже домашнее задание сделал. Осталось мне просто проверять. Он у меня трудолюбивый мальчик. Он постоянно со мной. Постоянно со мной. Убирается со мной вместе. Глажу, что-то складывает. Вытирает пыль. То пылесосит, то еще что-то. Очень хороший помощник он у меня. Ну, конечно, и Кирюша помогает. Но этот уже совсем трудолюбивый. Мало говорит, улыбается всегда, но любит что-то делать. Хорош тем, еще принеси, подай. Вот на такие дела тоже очень быстро реагирует. Скажешь ему, это принеси, другое принеси. Смотришь, уже он принес. Сейчас мы посадим с ним редиску. Он мне поможет поливать, воды таскать. Вода у нас теплая. Я, конечно, вынесла несколько своей рассады. Петунию, помидорчиков, цветы. Это я вынесла для проверки. Вынесла еще, пикировать надо мне остатки петунии. Петунии, конечно, у меня очень много. Пора их прищипывать. Одна подписчица мне написала, чтоб я показала ей, как я пикирую свои петунии. Вот как раз время. Как меня моя дочь Роза научила. Вот несколько лепестков. Вот эти 2 лепестка я хочу прищипывать. Можно ножницей, можно руками. Я что-то привыкла руками. Вот видите, я вот эти в середине 2 листочка я убираю. Вот, убираю. Вот. Все. Вот. Вот так я прищипываю. Очень быстро, удобно. Через неделю они вырастут пышными и начнут цвести.
Хотим мы с внуком посадить редиски. Редиска рубин. Еще второй рубин с прошлого года. И редис жара. Которая вырастет, вырастет. Которая не-нибудь да вырастет. Мы посадим сейчас рубин немножко. Много сажать не будем. Вот здесь, где томаты посадила я, 2 ряда посадим редиску. Принеси мне водичку. Вот мой помощник. Поставь. Не туда же, вот сюда. Я сначала поливаю. Здесь, конечно, мы кидали снег с мальчиками. Очень сухо было здесь. Но и сейчас тоже все высохло. Поливала я землю, борозду. И сейчас хочу посеять семена. Рубин посадили. И сейчас редиску жара. Вот и все. Разровняем и поливаем. Равнощек у меня из бани таскает воду. Вот так обильно поливаем. И все. И ждем, когда сходят семена. Теперь с той стороны посадим в углу цветочки разные. У меня есть синяя лилипут. Очень мне нравятся цветы дельфиниум. Вот синяя лилипут. Дельфиниум тоже нравится. Гвоздика вот многолетняя. Наверное, я немножко опоздала. Надо было где-то это в марте посадить. Ну, что будет, то будет. Бархатцы я посадила. Но еще хочу немножко посадить. Очень нравится мне циния, изящная гигант. Тоже нравится.
Вербена тоже первый раз я пробую сажать. Синяя тоже лилипут смесь. И тоже восточная сказка, гвоздика турецкая. Тоже мне нравится. Очень красиво цветут они. Ой, какой ты у меня хороший. Поставь сюда он. Маленький ты мой. Ну вот. Вы знали бы сегодня, какая погода? Красота. Хочется что-то делать. Настроение весеннее. Прямо не только хочется ходить, бегать, а хочется порхать, летать. Детишкам тоже очень даже хорошо. Они такие довольные. Тоже в школе был субботник. Завтра еще будет субботник. Они там тоже помогают, чистят. В школе тоже везде чисто, красота. Тоже скоро, наверное, начнутся огородные дела. Тоже остатки рассады цветов я хочу передать тоже им. Если, конечно, понадобится им. Отправлю с внуками. Вы бы знали, как на улице тепло. Сейчас уже 5 час, поэтому солнышко куда-то делось. Немножко облачно, но все равно очень-очень тепло. Земля уже почти высохла. Сегодня ночью шел дождь. Но, конечно, землю пока огороде копать нельзя, потому что влажно. Ну, огороде чистота, порядок. Мне немножко надо будет убрать спиленные деревья. В прошлом году, вы помните, наверное, брат у меня спилил яблоню. Почистил от высохших веток. Только их надо убрать. А так-то у меня огороде чисто. Ну, чуть-чуть прибираться и все. Зашел чеснок хорошо. Лук многолетник. Уже почки в деревьях есть. Мне это очень нравится. Я с утра как встаю, бегаю в огород. У меня такая привычка. И как только появятся листочки, я начну их обнюхивать. Потом цветочки появятся. Тогда уже я без ума от них. Это весна, это мой месяц. Поэтому, что ли, мне так хорошо в апреле месяце. Зимнюю одежду уже сняли, уже одеваемся легко, и так классно, хорошо. Но настроение хорошее. Самое главное — здоровье. Будем работать, будем выращивать и цветы, и овощи. Пора уже подготовить семена картошки. Мы из погреба с внуками все вытащим оттуда, все переберем. Хорошо, что они у меня есть. Что бы я без них делала, да? Да? Да. Вот такой маленький был. Вырос, слава Всевышнему. Выросли мои внуки. Я так довольна. Я думала, я с ними не справлюсь. Потому что уже в возрасте. Нет, слава Всевышнему. Аллахка шükür. Мен балаларыма өстеріп барам инде. Құдай тәғәләмә мең рәхмәтлемен. Исәнлек, саулык, ян тынычлыгы булсын. Дөньялар тыныч булсын. Ана шушылар самое главное. Самое главное — здоровье, мирное небо над головой. Остальное все будет. Земля влажная, очень хорошо. Пока пыли нет, но мухи проснулись в деревне, особенно где сарай, где живность, мух много. Но мы их арестуем, конечно. Не дадим безобразничать. А так в огороде где-нибудь еще пусть летают. Пусть в теплице летают, это даже полезно для саженцев. Ну, на этом я свой сегодняшний ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, весеннего настроения, удачи,
благополучия, большой любви. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока.